находимся в Абхазии, в Новом Афоне. И по навигатору приехали в Новоафонские пещеры. Вообще в планах у нас посмотреть, на самом деле, действительно заброшенную станцию железнодорожную. Но приехали вот в такой классный комплекс современного типа. Какая-то вышка, можно, смотровая есть. Вон море с красивыми туями. Туй тут как грязи. Туй. Церковь красивая. Море он какое. Голубое. А это кто? Вот уже это америнда. Это дерево такая, в нем ягодки такие. Америнда, а это мамардика. Да. А там внутри что-то какое-то красное, вкусное такое. Зернышко крупное. А, ничего себе. Как будто бы там просто конфеток напихали, да? Сами сделали. А что стоит? А что ты весь такой? Кукурузе весь, лесок кукурузный. Дыньки маленькие. Одна штука, да? Ну, сейчас прогуляемся, пойдем если что. Тут хоть от воды прохлада, да, веет? Да, вот поэтому стоишь вот так прям. Вообще обалденно. Маленький Ниагарский водопад. Мне на голову такую надо, видимо, налить. Че, Петь, как освежился? По-другому быть невозможно. Очень красивые виды. И тут главное прохладно. Возле водопада становится прямо легче. Потому что на улице температура, наверное, плюс 40, да? И просто жара неимоверная. И вот тут стоишь возле водопада. Даже нырять не надо. Прохлада, ощущение такое просто супер. Щечку целовать будешь или я их целовать буду? Давай. У меня видео с утра стали друг друга, обняли, только пойдем. И татарка? Нет, гагаузка. Гагаузцы это... Я сама? А куда они сменились? А ну давай я сама. Давай, Радик, что-то у меня видит подгрузки, плохо. Послушай, ты спортсменочка, вся такая миниатюрная, все как надо. Центр должна шлепнуть бабах. Вторая девочку снимай, давай, ты должен сделать. Послушай, шлепнуть надо, все серьезно. Размахнула, ты по траектории, как идешь, в центр попади. Поняла, Анна? Давай, Каренину судьбу не повторяй, давай. Молодец. Еще чуть-чуть подожди. Давай. Ой, ёпта, сколько здесь у тебя этих... Не, бей! Кто-нибудь ей монетку может шлепнуть? Ей вообще ничего, просто она мне желание будет должна. Все? Все четко. А что это такое? Монета чеканная, здесь святое место, замечательно. Так. Держи, секция решит. Сюда. Ну-ка, покажи-ка. Абхазия написано. О, Надо ее.
Ты сама, получается, сделала монетку Абхазия. Это способ называется чеканка. Да, ее мужу передать, и он мне одно желание должен. Она на нем, как на ретивом коне поездит. Сегодня пусть кожаный возьми, понимаешь? Ну все, желание будет исполнено. Абхазия, сделана монета. Все круто. Ой, опять тенечек. Хорошо так стало. Люди вон на отдых купаются, ну, вернее, катаются. Тут написано, между прочим, что ловить рыбу запрещено. Значит, наверное, скорее всего, если ты долго здесь находишься, то можно, в принципе, увидеть живую, скажем так, живую рыбу. Но ловить ее запрещено. А так мы идем дальше. Мы идем сейчас посмотреть старую заброшенную железнодорожную станцию. Наука обратно дать. Испытано на себе. Итак, друзья, мы в Абхазии заехали в район Пицунда. Как правильно? Район, поселок, наверное, деревня Пицунда как-то так. Село Пицунда. Село. Мы заехали, Антон меня сейчас поправляет, село Пицунда. Здесь имеется свой пляж, мы обязательно там пойдем искупаемся. Ну а пока мы ищем, где бы нам перекусить и где бы снять жилье. Ну, какую-нибудь гостиницу или что. Но тут вся проблема в том, что связи у нас нет, потому что включается роуминг, это все-таки другая страна. Поэтому мы сейчас идем первым делом искать кафешку, где перекусим и подключимся к зоне Wi-Fi. Ну и, соответственно, будем искать наше жилье. У людей спрашивать тоже с дороги, ну вот на дороге у кого что где находится, в принципе смысла нет, потому что все в основном туристы. Здесь очень много туристов из России причем. А как уточнить по номерам? Есть свобода? Вот, зашли в такое уютное местечко на второй этаж. Вид сверху. И можно перекусить. Нам вот дали меню, сейчас будем А кому изучать. подадим вопрос задать? Ну что, Рома, пицца по-абхазски, как ты думаешь? Прокомментируй нам немного, что в нем такого? Думаю, нормально. Пицца это пицца. Помидоры, мясо и сыр. А с виду лучше, мне кажется, чем простая пицца обыкновенная. Ну, выглядит очень аппетитно. Да, и как бы тут Нормальный помидор. полностью заполненная такая, да, как бы. Как у нас бабушка делает, ну, для себя, как бы, много всего. То есть, это не так. В целом подключились к Wi-Fi, здесь с этим проблем никаких нет, нашли уже номер и будем сегодня проживать в Гаграх. Тут, друзья, еще и сыроварня есть. Везде красивые вот такие вот деревянные столы, слэбы, говорят, из местного дерева. Здрасте. Здравствуйте. Как настроение? Замечательное. Так, зеленый это что? Зеленый это аджика. Давайте я вам покажу. Аджика? Так, зеленый аджик это зеленый молодой перец. Сорт перца называется слоновая кость, завезенный за границей.
Красный это красный годовалый, зеленый это зеленая аджика. Понюхайте ее просто. Она пахнет чем? Перец и еще зелень. Кинза, укроп. А красный это красный вот такой годовалый перец. Соль, вода. Все делается, обратите внимание. Пожалуйста. Вся аджика производится с контролем веков в Абхазии на вот таком камушке. Сюда кладется распаренный перец уже мягкий. Вот тот же сухой выпарит на пару. И получается таким способом производится здесь аджичка. Чем лучше наша вот такая, скажем, технология, чем мясорубка. Традиционная получается. Помимо того, что традиционная, мы когда трем, у нас ломает, дробятся семечки перца. Из этого аджика получается такая, с раскрытыми вкусами. Ну, такая остренькая. Перец, зернышки. Я вот сейчас нюхаю. Вкус и пряности раскрываются. Остренькая, остренькая. Ароматы аджики, она не острая, она прямо... Когда Приятная Есть такая. хочу уже. Я понюхал, я сейчас буйвола съем всего. мы употребляем в организме, когда он раскрывается в организме, и в будущем это получается гастрит, а то и язва желудка. Так что лучше ложить употреблять с такого камушка. Дорогие гости, первый сыр, который вам дам вопрос, это коровий сыр. В такое время наши коровы находятся на высокогорье, употребляют большое количество травы. Оттуда наши пастухи спускают нам молочко, мы варим, идет у нас варка сыра, потом копчение. Копчение производится в формате холодного копчения 24, а то и до 3 суток. Горячо там, да? Конечно, там всегда горячо, так, секундочку. Я уже сам... Я бы такую коптилочку Вот себе бы. идет. Жар тоже пошел. Вот так горело, видите, закидываем. Для жара идут маленькие дровишки, для копчения уже большие. Большие это какого вида? Скажем, вот такие. Ага. Здоровые, да? Конечно. Чтобы они долго должны тлели, да? коптиться. Да, они долго тлеть будут. Ага. Мы сейчас это закидываем, дверцу закрываем, подачи воздуха нету. Значит, оно будет все храниться. Дымить будет. Сыр по вторым мерам это козий, 13% жирности, большое количество ферментов. Мы варим его благодаря чудному ферменту. Это наш сыр сегодня без всяких привкусов и запахов специфического вкуса. Это козий сыр. Конечно, самый полезный считается. Да то Большое количество ферментов. все вкусно, я еще до мяса не добрались. Сейчас мясо, наверное, вообще там во рту тает, наверное. Ну, мясо на любителя, свинину употребляете. Конечно. Мы не мусульмане. Все, тогда Нам я можно. думаю, мы с вами общий язык нашли. Специалист, наш сомелье сейчас выбирает самый лучший и вкусный кусок для нас. Специально именно для нас. Сырокопченая продукция. Что это такое? Мы коптим продукцию для большего сохрана. Из-за этого наша продукция намного больше может храниться. Первое, что я дам, это нашу домашнюю колбасу. Извиняюсь, давайте мы... Да, пускай. Наша домашняя колбаса. 30% свиньи, 70% мяса бульдога. Оболочка натурально сделана из свиной кишки. То есть ее тоже кушать можно? Да. Так, пробуйте нашу колбасочку. И наша сырокопченая домашняя свинина. Друзья, здесь вот колбасочку можно пробовать сразу вместе с кожурой. Это все натурпродукт. Наши поросята. Очень вкусно, даже непередаваемый вкус. Просто. Одна из них. Ребята, это конкретно мясо. Мясо Это не колбаса, это мясо. Вот ты берешь кусок мяса, ешь, И пробуй. и вот так вот с ложечкой. Зеленый. Просто должно быть со вкусом. Хорошо.
Пробуем. У нас прям гастрономический тур. По сравнению с кафе в Чите, это намного лучше. Не, реально непередаваемый вкус. Это вот объяснить невозможно. Просто это вот вкус, когда ты вот так вот съел, и вся жизнь в глазах пролетела просто. Испытано на себе. Мы уже в Российской Федерации, находимся в Сочи, вернее, в поселке городского типа Красная Поляна. Сейчас пойдем здесь прогуляемся, поднимемся наверх, в горы. Здесь должны открыться просто неимоверные виды. Вообще, ребята говорят, что здесь довольно-таки интересный такой климат. Внизу жарко, ну прям печет. А вот в горы, когда поднимешься, уже становится прохладно. Аня вон даже с собой мастерку взяла. Ну, я, пожалуй, пойду просто в футболке. Народу много, все отдыхают. Все на расслабоне так. Как будто бы никто не работает. Кругом одни рестораны, кафешки. В общем, говорят, тут покушать точно есть что на выбор. Ну и погулять интересно. Вот сейчас идем и думаем, где бы нам перекусить. Так, ну что, друзья, мы купили билеты на канатную дорогу. Причем стоимость 2550 рублей. И это безграничный доступ по всем канатным дорогам. Сейчас заходим непосредственно на фуникулер. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Да, здесь везде меч курорта. Везде магазинчики. Вот такой вот терминал. Сейчас мы пойдем вон на тот пропускной пункт. Что, проходим? Вот такой скайпасс. Сюда привозят? А, вот сюда. Ага. Спасибо. Мы едем на Челешке. Ну, первая группа пошла. Так, ну мы что, сюда, да? Сейчас как поднимешься, ты по-любому испугаешься. Да? Да. Я труханул туда в Черкеске. Это тебе не мухры. Нет, даже на первой ты перепаде. Уже страшно. А там дальше на ту сторону, прикинь, перекладина идет. Ты там садишься просто вот с этой штукой. Шлеп. Там вообще страшно. Можно открыть как бы, можно закрыть сам. Короче, ты уже на свежем воздухе сидишь. Да, со Короче, стеклом здесь просто. выдают такую карту. Вот так вот. Ты можешь по ней сориентироваться. Нет, если так посмотреть, там все очень Да. хорошо понятно. Очень вот здесь вот есть информация, где есть вообще что. Даже где есть кролик. Фуникулеры это современные, да? Ну, то есть сидишь, ветер не ощущается, и поэтому высота как бы так, ну, не особо чувствуется. Туда посмотришь, Да, очень. там ладошки начинают потеть. А Петя говорит, это еще не совсем низко, да? Там еще старше. Там вот. Еще 3, по-моему.
Так, у нас первая остановка. Тут какие-то рестораны, кафе, гуляльная зона. Антоха, ты здесь остаешься? Да, я остаюсь здесь, буду путешествовать на этой высоте. Выше не поднимусь, потому что давление у меня, и на самом деле мне страшно. Ну все. Оказывается, все выходим. Я-то думал, дальше поедем на нем. А оказывается, мы идем дальше. Вот тут есть путеводитель. Тут прям так и написано, чем заняться в горах летом. Есть кольцевая феррата, подвесной мост, палаточный лагерь, экологические тропы. Ну и можно вот так вот покататься на качелях. На самом пике. Но пока ходим здесь, любуемся видом. Здесь очень красиво. Воздух уже такой более легкий, что ли, стал, посвежее. То есть уже не жарко. Не так жарко, как на самом первом уровне. Наши уже пошли, я тоже побежал догонять своих ребят. Продолжаем наше путешествие. Да, уже даже прямо в люльке, да? Прохладно стало. Как это вот? А мы уже вон на самой вершине. Там какой-то ресторанчик, видимо, есть. Ну, народу там куча. Это куда очередь? Это вот в эту очередь, как раз туда, на ту сторону, на водопаду. Так, мы на вершине 2200 и сейчас собираемся пройтись до озера, либо до водопадов. Сейчас подумаем, походим, сначала посмотрим. Тут народу просто очень много, большая очередь. Все хотят прокатиться на таких открытых люльках наверх и дальше пойти по туристическим тропам. Люди здесь фотографируются. Да-да-да, мы пошли пешком по старому маршруту. Здесь очень длинная очередь. Сейчас засекем, кстати, время, за сколько можно пройти пешком. Значит, сколько время? Давай просто таймер поставлю. Да, давай. Раз, два, три, поехали. Все, погнали. Мы засекли время и идем пешочком по протоптанной дороге, по тропинке. А ребята, вон, пойдут по открытому фуникулеру. Только на него очередь, вон там. Мы здесь сейчас сколько уже находимся? Наверное, полчаса уже находимся. И до сих пор очередь особо сильно не сдвинулась. А он такой медленный, этот фуникулер. Еще, по-моему, по дороге останавливается. Так, мы вот идем вот по такому склону. Сейчас завернем вон за тот небольшой пик и пойдем туда вверх. А далее, Ром, мы что, пойдем на озеро, наверное, да? Я не знаю, если дойдем. Ну, если сил хватит, то пойдем на озеро или, возможно, на водопад. Посмотрим. То есть это очередь канатки сначала вот сюда, потом ты здесь спускаешься, пересаживаешься на канатку и пошел наверх. О-о-о. Это очень круто. Так, Роман победитель Олимпиад по географии. Ничего не побежал. Что ты рассказываешь? Он на самом деле победитель Олимпиад по географии, по геологии, по-моему. Смотри, вот я как понимаю, вот это канатка. Мы были на Поляну 2200. Да. Мне так кажется. А вот эта канатка Аиба, которая сейчас идет 5 минут. И потом на черную пирамиду. Это вот вверх. А за черной пирамидой уже озеро Айсберг. Как бы туда, по идее, надо. То есть нам надо, оказывается, вон туда наверх. Ага. Ну, я думаю, проще как будто пешком подняться, чем вот эту очередь ждать. Да. Ну, пойдем, пока вниз спустимся до фуникулеров там. И возьмем воды, попьем и пойдем. Ну вот, как хорошо быть географом, можно разобраться в картах.
Довольно крутой спуск, да? Так, люди, смотри-ка, обходят вот так вот кругом. А мы почему-то пошли прямо. Как умелые альпинисты пошли прямо спускаться. Хотя надо было, по идее, проходить этот путь кругом. Но мы идем вперед. Вернее, вниз. Там какая-то экологическая деревушка. Сейчас пойдем доберемся, узнаем, что там такое. Как-то ты так технично все это дело делаешь. Тебя просто обломило идти кругом, да? И ты решил спускаться боком и быстрым шагом, полубегом. Ну, в принципе, нормально. Главное, в хорошей обуви, не в тапочках. А, ребята, это снег. Это подобие нашего озера Булус, только в уменьшенном виде. Это, там деревушка, там можно, наверное, водички купить. Ну а нам предстоит идти вон туда наверх. А наши вот друзья решили подождать в очереди, и они сейчас на канатной дороге спустятся только вот сюда, выйдут и опять встанут в очередь, чтобы опять дальше пойти вот по этой канатной дороге наверх. А мы до сюда добрались за сколько, Ром, кстати? Давайте, да, ну, 15 минут заняло. И то мы останавливались, считаете, можно дойти за 10 минут, мне кажется. Да, мы в нашем останавливались. темпе мы не торопимся. Угу. Это мы шли еще с остановками. Так, Ромка вот связывается с друзьями, говорит им, чтобы они на канатную дорогу не садились. Мы уже спустились вниз, уже идем наверх, а ребята еще до сих пор стоят в очереди. Но мы идем наверх, и вся фишка в том, что вот следующая канатная дорога, она закрыта в связи с ухудшением погодных условий. Ну а пешком, можно сказать, идти на свой страх и риск. И мы вот с Романом на свой страх и риск, да, поднимаемся наверх, хотим добраться до этой вершины. И там определимся, да, дальше пойдем на это озеро, не пойдем вообще. Посмотрим обстановку по обстоятельствам. Вообще, ребята, на будущее, да, нужно сюда подниматься в кроссовках. Ну, или в какой-то обуви трекинговой, потому что здесь вот, ну, как бы камни, и все-таки ходьба в горах – это в любом случае хорошая обувь. Просто обычно об этом забывают, потому что внизу, на Красной Поляне, жарко, и ходишь в тапочках. Ты, грубо говоря, вот только недавно с моря вышел, приехал на Красную Поляну, покушал, и в этих тапках на фуникулеры погнал наверх. Это опрометчивый поступок был. Я вот специально одел кроссы. И мне теперь очень легко и комфортно подниматься вверх. Довольно крутой подъем. Ромка, ты как? Подустал? Нормально. Хочу сказать, что мы с Ромой так-то уже очень много лазили по разным горам. Крайний раз на Ленские столбы зимой поднимались. Так что опыт есть. Мы вот даже идем отдельной дорогой. Все идут вот справа. А мы почему-то вот так вот поднимаемся. Непонятно почему, но нам показалось, что эта дорога лучше. Так, ребята, вот мы подходим к развилочке. Вот там дальше идет зипление. А мы вот подойдем сейчас на перекресток, спросим, нам налево или направо. Нам бы хотя бы это озеро увидеть, да, сверху? Больше ничего не надо. Ну так, в принципе, дорога не сложная. Так-то. Довольно пологий подъем. Можно спокойно подниматься. Главное, местами немножко отдыхать и взять с собой водичку обязательно. Желательно без газа, обычно. Так, вот еще одна дорога идет налево, но по ней никто не ходит. Все идут вот так вот в круг. Наверное, мы поступим так же, как и все, пойдем в круг. И, конечно, хорошие. Ну, сказали, что озеро там не видно. Надо, видимо, еще дальше идти. Сейчас дойдем наверх, посмотрим. Друзья, мы поднимаемся в облака. Фуникулеры все, понятно, что закрылись, потому что грозовое предупреждение, ухудшение погоды. И вот мы своими глазами наблюдаем, как облака подходят прямо к нам, идут через хребет. И, возможно, сейчас здесь будет ливень. Ну, явление такое красивое. Так, мы уже наверху. Вон оно озеро сверху вниз видно. Озеро Айсберг. Но в данный момент фуникулерная дорога закрыта, и там проход запрещен. Поэтому мы сейчас поднимаемся еще выше и попробуем спуститься на люльки. Возможно, очереди вниз нет.
Друзья, мы находимся на отметке 375 метров над уровнем моря, и это круто. Здесь прямо ощущается высота, вершина, воздух свободный, такой чистый. Идет небольшой дождик, но это ничего страшного. Мы поднялись на самую высокую точку, возможную, на Красной Поляне, и сейчас идем обратно вниз, уже на люльке, наверное, если успеем, если ее не закроют, конечно. Погнали! На высоте 2375, волосы наверх. Наверное, потому что грозовой фронт прибыл. Давай за. Просто все ушел. Интересно, какая прическа. Я даже смотреть не хочу. Да не, прикольно. Ребята, мы только успели, да? На последнюю, на предпоследнюю, наверное, посадку. Как-то красиво, но немножко страшно. Она еще местами дрожит. Спускаемся вниз, у меня уже руки вспотели. Высоты боюсь. Так. Поднимает, да? Кресло очень быстро убегает. Очень быстро? Прям быстро-быстро. Встаем. Оп. Все, кресло закрылось. Мы благополучно спустились на высоту 2050. И тут вот очень большая очередь, чтобы нам обратно подняться на 2200. Мы, наверное, с Ромой пойдем пешком. Или что делаем? Да, пойдем. Тут очередина просто очень большая. У нас дождевика нет, ничего нет. Поэтому мы идем обратно. Ну, минут за 15, наверное, доберемся. Тут небольшой такой подъемчик, а дальше полегче будет. Друзья, нам предстоит подниматься вон на ту высоту, с которой спустились. Льет дождь. И вот тут вот умные люди внизу говорят, надо быстрее идти, пока не пошел сильный дождь, и не образовались ручейки. Если пойдут ручьи, то все. Мы тут будем долго карабкаться. Поэтому, Ромка, давай быстрее. Ну а что, нормально же. Мы вон оттуда сверху спустились. Поднимались пешком, спустились на люльках. Дальше не стали стоять в этой очереди и решили пойти пешком. В принципе, что, экологический туризм не впервой. Идем наверх. Глубокий вдох носом, выпуск воздуха периодически ртом для того, чтобы сохранить дыхание, сердечный ритм нормализовать и потихонечку вверх. Главное идти и любоваться видами. Да, Ром? Как-то сомнительно ты так сказал. Ага. Быстрее надо добраться, что-нибудь покушать, да? Ну что, сейчас доберемся. Там такие прекрасные виды. Облака упираются в черную пирамиду. Это так называется пик, вон тут. Черная пирамида. В него прямо упираются облака, раскручиваются и идут обратно. Здесь льет небольшой дождик. Но прямо над нами он такой слегка грибной. Поэтому довольно-таки комфортно пока подниматься. Но надо быстрее, пока дождь здесь не ливанул. Потому что в горах тут облака крутит, вертит и как угодно может ливануть. А не хотелось бы идти под дождем. Поэтому мы быстрее двигаемся вперед. Так, уже финишная прямая. Мы уже дошли до основного фуникулера на отметке 2200. Сейчас зайдем в крытую люльку и поедем вниз. Там сейчас не очень понятно. Только что объявили в граммофон, что
штормовое предупреждение, и, возможно, сейчас остановят люльки. Просто я пока не понимаю, это идет речь о люльках, которые на 2,50 и на 2,375 идет, или туда на вниз. Ну, в общем, надо идти быстрее. А так, в целом, здесь виды просто бомбические. Это действительно стоит того, чтобы посетить. Круто. И желательно это на самом деле так и делать. Приезжать сюда на крытые люльки, спускаться пешком на отметку 2,50 вниз на 150 метров, и потом подниматься вверх. А оттуда уже можно на люльки. Испытано на себе. Так, друзья, мы уже спустились вниз и идем сейчас провожать наших друзей, которые приехали из Москвы, ну и, конечно же, Рому. Спад. Сочи богат красивыми машинами. Вот она, красавка стоит. Скорее всего, прокат. Да, даже такие тут есть. Такие вот красивые отели. Для них можно взять какой-нибудь суперкар, спорткар. Майбах. Привезут, увезут в аэропорт на Майбахе. Денежку плати и вперед. Ну и ржавая жига возле Майбаха. Вот Волга восстановлена. Плохая такая. На бордовом салончике. Так, Ромка вон садится в эту машину и собирается ехать в Москву. Для начала, да? Оттуда в Питер. Домой. Уже москвичом стал. Домой. Конечно. Конечно. Открывай. Это вот я с этого сорвала с кустиков. Нет, он под дождем мытый. Ну-ка, давай посмотрим на виноград, который был. Убери его. Кто? Колопяра это. Что это было? Где это было? Жук вонючка. Да. Это полетел? Да. Вот так вот, под дождем мытый виноград. Просто я помню, в тот раз папа поел его и потом в больницу попал. Что, Петь, как вкусненько? Конечно, вкусно. Машина. Так, Ром, ну что, желаем тебе удачи, хорошей учебы. Заселиться, главное, грамотно в общагу. Ну и дальше продолжать обучение на журналиста. Мы тебя ждем на телеканале Якутия-24, если что. Так, ребята уезжают уже. Вон сейчас идет процедура прощания. Ну, видимо, на год. Потому что, скорее всего, через год опять куда-то поедем. Петя, что, на год, да, прощаетесь? Скорее всего, потому что опять куда-то где-то. Почему? Мы же собирались или в Москву, или в Питер на Новый год. А, на Новый год. Ну, как карта лежит. Так, ребята, все, всем счастливо, хорошей дороги, доехать замечательно. Пока-пока. Рада были познакомиться. Еще увидимся, наверное, встретимся. Роман? Все, приятного познакомиться, счастливо, хорошей дороги. Так, мы проводили наших друзей и оператора Ромку, он поехал учиться. Но продолжим наше путешествие уже самостоятельно. Оставайтесь с нами, телеканал Якутия-24, испытано на себе. Сейчас мы двигаемся в Сирию.